Лисы – привлекательные животные с густым мехом, которые часто фигурируют в различных сказках, баснях и просто забавных историях. Их описание есть в литературе разных стран мира. Лисицу обыкновенно относят к хищным млекопитающим семейства псовых. Как правило, у представителей псового семейства имеются одинаковые признаки, касающиеся внешнего вида: вытянутая голова, заостренные уши, худые лапы, длинный пушистый хвост. Этот вид чаще всего встречается в лесах России, поэтому неудивительно, что про этого умного и хитрого зверя придумано много народных сказок, былин и песен. В дикой природе их максимальный возраст составляет 6-8 лет. Лисица способна развивать скорость до 50 км в час. Длина тела лисы зависит от породы и составляет от 55 до 90 см, а хвост 60 см. Шерсть на груди, а также кончик пушистого хвоста белого цвета. Уши заостренные, и с задней стороны имеют темный окрас. Порой перед своими жертвами лисы способны устроить целое представление. Они показывают своим видом, что не заинтересованы в охоте, а когда добыча теряет бдительность, лисы нападают. Самыми развитыми чувствами у лисиц являются слух и обоняние. С их помощью зверь узнает об окружающей среде. Лисы имеют много общего с домашними кошками. Оба зверя проявляют наибольшую активность в ночное время и с легкостью ориентируются в темноте благодаря отличному зрению. Техника охоты также во многом схожа. Хвост для лисы не просто украшение, а важный орган. Он помогает поддерживать животному равновесие во время бега. Также в зимнее время они оборачиваются им, чтобы защититься от холода. Лисы умеют выпускать когти, с помощью которых они могут лазить по деревьям, забираться на возвышенности и постройки. В отличие от родственников, волков, шакалов, псов, лисы не проживают стаями. Большую часть года они поодиночке живут и охотятся, и только к лету обзаводятся семьями и потомством. В брачный период животные танцуют своеобразный танец, называемый лисий фокстрот. Поднимаются на задние лапки и так долгое время вышагивают друг перед другом. Когда самцы борются за самку, побеждает не крупный и сильный, а наиболее умный. Лисьи норы могут уходить до 2,5 метров в глубину. Главный вход имеет диаметр около 17 см. Лисята при рождении слепые. Глаза открываются только на 10-12 день. В этот период у них начинают прорезаться зубы. Внешне новорожденные малыши больше похожи на волчат. Вес при рождении не превышает 150 грамм. Маленькие лисята очень игривы и непоседливы, но когда мать их окликает, то они сразу же прекращают свои игры и бегут к ней. Лисы в паре заботятся о потомстве. Пока самка живет в норе с детенышами, которых может быть от 1 до 11, самец добывает им пищу. Лисята живут вместе с родителями до 7 месяцев. У них существует один интересный способ избавления от блох. Лисы заходят глубоко в воду с палкой в зубах, и блохи перебираются в эту ловушку. Через время зверек выбрасывает палку, а с ней и надоедливых блох. Лисы питаются преимущественно мышами, которые составляют около 70% рациона. Еще 20% дикие зайцы. Остальную часть занимает растительная пища, птицы, насекомые и черви. Они с удовольствием едят ягоды, яблоки, некоторые овощи. Лисы очень игривы и легко взаимодействуют не только друг с другом, но также с кошками и собаками и любят играть с ними. Также они хорошо относятся к людям, и известно много случаев, когда лиса проживала дома у человека и вела себя очень дружелюбно. Лисы умеют отлично запутывать следы во время погони, а чтобы ввести врага в заблуждение, перепрятываются в нескольких местах. Именно из-за этого они получили звание самого хитрого зверя. Лисы могут издавать большое количество различных звуков. Ученые насчитали около 40 разных звучаний, которые могут издавать эти животные. Например, они могут сымитировать собачий лай. Лисы отлично плавают и могут на мелководье охотиться на раков и рыбу. Животное легко приручается и может жить как домашний питомец. При этом лисы очень любят ласку, запоминают и выполняют команды и ведут себя как кошки или собаки. Они привязываются к людям и приносят радость.